Всем привет! Сегодня мы рассмотрим в настоящее время глагол, простую форму и изучим, как образуется отрицательная и вопросительная форма данного времени. Отрицательная форма данного времени образуется следующим образом. К глаголу прибавляются суффиксы хан, ген, кан, кен. Далее идет отрицание жок, и к этому отрицанию прибавляется личное окончание. То есть к глаголу прибавляются свои суффиксы, а к отрицанию прибавляется личное окончание. Итак, давайте рассмотрим, как образуется отрицательная форма настоящего времени в простой форме. Утверждение будет звучать как «мен отырмын», «я сижу». И теперь нам нужно образовать отрицательную форму. К глаголу отыр мы прибавляем суффикс ган, далее идет отрицание жок, и к этому отрицанию прибавляется личное окончание. Получается, отрицательная форма будет звучать следующим образом. Мен отырган жокпын. Я не сижу. И также происходит прибавление данного суффикса и окончания в следующих лицах. Утвердительная форма будет звучать сен отырсын, ты сидишь. Теперь образуем отрицательную форму. Также прибавляем суффикс ган к глаголу отыр и личное окончание к отрицанию жок. Получается сен отырган жоксын. Ты не сидишь. Следующий пример. Сыз отырсыз. Это утверждение. Вы сидите. Вежливая форма. Образуем отрицательную форму. Получается сыз отырган жоксыз. Вы не сидите. То есть, как видим, к глаголу прибавляется только суффикс ган. Он остается неизменным в данном случае. А изменяется только окончание в отрицательном слове жок. Также и в следующем примере. Ол отыр. Он или она сидит. Это утверждение. Теперь прибавляем суффикс ган и получаем отрицательную форму. Ол отырган жок. Как видим, здесь личное окончание к отрицанию не прибавляется. Получается, он или она не сидит. Переходим к множественному числу. Біз отырмыз. Мы сидим. Опять прибавляем к глаголу отыр суффикс ган и к отрицательному слову жок личное окончание. Получается, біз отырган жокпыз. Мы не сидим. Следующий пример. Сендер отырсындар. Вы сидите. Это множественное число. Теперь образуем отрицательную форму. Получается сендер отырган жоксындар. Вы не сидите. Вежливая форма. Сіздер отырсыздар. Вы сидите. Это утверждение. Теперь образуем отрицательную форму. Получается сіздер отырган жоксыздар. Вы не сидите. И множественное число олар отыр. Они сидят. Это утверждение. И отрицание будет звучать как олар отырган жок. Здесь также к отрицанию жок не прибавляется никаких личных окончаний. Их попросту нет. Переходим к следующему примеру. Следующий глагол это глагол туру – стоять. Утверждение звучит как мен тормын, я стою. Отрицательная форма будет звучать как мен торхан жокпын, я не стою. Следующее лицо ты. Сен торсын, ты стоишь. Отрицательная форма образуется путем прибавления к глаголу тур, суффикса ган, и к отрицательному слову жок прибавляется личное окончание, как и в предыдущих примерах. Получается будет сен турхан жоксын, ты не стоишь. Вежливая форма сыз турсыз, вы стоите. Отрицательная форма будет звучать как сыз турхан жоксыз, вы не стоите. Следующий пример. Ол тур, он или она стоит. Отрицательная форма будет звучать ол турган жок, он или она не стоит. Как видим, здесь также к глаголу прибавляется суффикс ган, а к отрицательному слову жок не прибавляется никаких личных окончаний, так как их нет в данном лице. Переходим к множественному числу. Біз турмыз, мы стоим, это утверждение. Образуем отрицательную форму путем прибавления суффикса ган к глаголу тур и личных окончаний множественного числа к отрицательному слову жок. Получается, отрицательная форма будет звучать следующим образом. Біз турган жокпыз. Мы не стоим. Следующий пример. Сендер турсындар. Вы стоите. Это множественное число. Также прибавляем суффикс ган и окончание множественного числа к отрицательному слову жок. Получается сендер турган жоксындар. Вы не стоите. Вежливая форма. Сіздер турсыздар. Вы стоите. Это утверждение. Теперь образуем отрицательную форму. Таким же образом, как и в предыдущих примерах. Сіздер турхан жоксыздар. Вы не стоите. Также прибавили к глаголу суффикс ган и к отрицанию личное окончание множественного числа. И последний пример. Олар тур. Они стоят. Это множественное число. Отрицательная форма будет звучать олар турхан жок. Они не стоят. Переходим к следующему примеру. Глагол жүру. Утвердительная форма будет звучать как мен жүрмын. Я иду. В данном случае к глаголу жүру прибавляется суффикс ген, так как слово мягкое.
Отрицательная форма будет звучать как «мен жүрген жоқпын». То есть к глаголу «жюр» прибавили свой суффикс, в данном случае «ген», и к отрицательному слову «жок» прибавляем все те же личные окончания. Получается «мен жүрген жоқпын». Я не иду. Следующий пример. Сен жүрсің, ты идешь. Отрицательная форма будет звучать следующим образом. Сен жүрген жоқсың, ты не идешь. Вежливая форма. Сіз жүрсіз, вы идете. Также образуем отрицательную форму путем прибавления к глаголу «жюр» суффикса «ген», и к отрицательному слову прибавляем личное окончание в единственном числе. Получается «сіз жүрген жоқсыз», вы не идете. Это вежливая форма. Следующее лицо «ол жүр», он или она идет. Отрицательная форма будет звучать как «ол жүрген жоқ», он или она не идет. Переходим к множественному числу. Утверждение будет звучать как «біз жүрміз», мы идем. А отрицательная форма будет звучать «біз жүрген жоқпыз», мы не идем. Также прибавляем к глаголу «жүр» суффикс «ген», а к отрицательному слову «жоқ» прибавляем личное окончание множественного числа. Следующий пример. Сендер жүрсіңдер, вы идете. Отрицательная форма будет звучать как «сендер жүрген жоқсыңдар», вы не идете. Это множественное число. Теперь множественное число, вежливая форма. Сіздер жүрсіздер, вы идете. Образуем отрицательную форму. Она будет звучать как «сіздер жүрген жоқсыздар», вы не идете. Как видим, меняется в основном личное окончание в отрицательном слове «жоқ», а глагол остается также с суффиксом «ген». Переходим к следующему лицу. Олар жүр. Это утверждение переводится как «они идут». Теперь образуем отрицательную форму. Она будет звучать как «олар жүрген жоқ», они не идут. Так как здесь не прибавляется личных окончаний к отрицательному слову «жоқ», то здесь просто прибавляем к глаголу «жүр» суффикс «ген». Получается «олар жүрген жоқ». Следующий пример. Глагол «жатыру» – лежать. Мен жатырмын, я лежу. Это первое лицо. Утвердительная форма. Отрицательная форма образуется путем прибавления суффикса «кан» к глаголу, и к отрицательному слову также прибавляется личное окончание в единственном числе. Отрицательная форма будет звучать следующим образом: «Мен жаткан жоқпын», я не лежу. Следующий пример. Сен жатырсың, ты лежишь. Это утверждение. Образуем отрицательную форму. Сен жаткан жоқсың, ты не лежишь. Вежливая форма. Сіз жатырсыз, вы лежите. Образуем отрицательную форму. Сіз жаткан жоқсыз, вы не лежите. Как видим, к глаголу прибавляется суффикс «кан», а к отрицательному слову личное окончание. Следующее лицо. Ол жатыр, он или она лежит. Отрицательная форма будет звучать как «ол жаткан жоқ», он или она не лежит. Переходим к множественному числу. Біз жатырмыз, мы лежим, это утверждение. Отрицательная форма будет звучать как «біз жаткан жоқпыз», мы не лежим. Следующий пример. Сендер жатырсыңдар, вы лежите. Это множественное число. Отрицательная форма будет звучать как «сендер жаткан жоқсыңдар», вы не лежите. Вежливая форма множественного числа. Сіздер жатырсыздар, вы лежите. Отрицательная форма будет звучать следующим образом. Сіздер жаткан жоқсыздар, вы не лежите. Следующее лицо. Олар жатыр, они лежат. Отрицательная форма будет звучать как «олар жаткан жоқ», они не лежат. То есть, как видим, здесь суффикс также остается неизменным у глагола, а к отрицательному слову «жоқ» прибавляется также личное окончание. Теперь давайте рассмотрим, как образуется вопросительная форма данного времени. Она образуется при помощи двух способов. Первое – это существуют специальные вопросительные слова, это такие слова, как «где», «когда» и так далее. И второй способ – это образование вопросительной формы при помощи специальных вопросительных частиц «маме», «бабе», «папе». Итак, вопрос в простой форме будет звучать следующим образом. Если мы образуем при помощи специального вопросительного слова, как в первом примере, вопрос будет звучать следующим образом: «Сіз кайда турсыз», вы где стоите? То есть, как видим, здесь в предложении есть специальное вопросительное слово. А если мы хотим задать вопрос при помощи вопросительной частицы, то предложение будет звучать следующим образом: «Сіз турсызба», вы стоите. Также в следующем примере. «Сен отырсыңба», ты сидишь. И последний пример также используется специальное вопросительное слово. «Сен кайда отырсың», ты где сидишь. То есть, как видим, вопрос можно образовать при помощи двух способов. Если вы забыли, когда и где прибавляются вопросительные частицы «маме», «бабе», «папе», то пересмотрите, пожалуйста, 8-й урок. Там подробно рассказано, когда и в каком случае они прибавляются.
Также в описании к видео я оставлю ссылку на скачивание примеров, где рассмотрены сегодняшние примеры, как образуется утвердительная и вопросительная форма данного времени на косой шаг, то есть простое настоящее время, простая форма. А на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.